хотим начать с чего? С того, чтобы объяснить основные стандарты права на жизнь, которые мы придерживаемся. Наша организация сконцентрировалась на изучении, расследовании нарушений права на жизнь в ходе январских событий, и чтобы широкая общественность понимала, на основе каких принципов мы считаем эти права были нарушены, мы объясним их, эти стандарты, вкратце. Казахстан ратифицировал международные документы по правам человека ООН, и в рамках этих документов есть Международный пакт о гражданских и политических правах, где есть статья 6. Право на жизнь есть неотъемлемое право каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть произвольно лишен жизни. Запомните это слово «произвольно». Произвольно — это значит без причин, без обстоятельств, без обоснования никого нельзя лишать жизни. И за это должно нести ответственность государства, которое должно предпринимать все усилия, чтобы охранять жизнь человека. Международный пакт, также статья 4, что во время чрезвычайного положения, а вы знаете, что во время января было введено чрезвычайное положение, при котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется, участвующие в настоящем пакте государства могут принимать меры в отступлении от своих обязательств по настоящему пакту только в такой степени, какой это требуется остротой положения. Это положение не может служить основанием для каких-либо отступлений от статьи 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18. Статья 6 – это право на жизнь. То есть в обосновании чрезвычайного положения нельзя отступать от обязательств по праву на жизнь. То есть нельзя лишать людей произвольно жизни. То есть требования пакта в этой части остаются даже во время чрезвычайного положения. Дальше. На основе пакта о гражданских и политических правах Комитет ООН по правам человека принял замечания общего порядка, которые разъясняют нормы пакта, как их применять. И вот в замечаниях общего порядка по правам человека пункт 28. Расследования по праву на жизнь, расследования утверждения о нарушении статьи 6 должны всегда быть независимыми, беспристрастными, оперативными, тщательными, эффективными, заслуживающими доверия и транспарентными. Государствам-участникам также следует подробно уведомлять о ходе расследования ближайших родственников жертв, предоставлять ближайшим родственникам возможность предоставления новых доказательств, наделять ближайших родственников правосубъектностью в расследовании, обнародовать информацию о следственных действиях и выводы, заключения и рекомендации, вытекающие из расследования. Ну, то есть вы понимаете, что расследование по смертельным случаям должно быть максимально открыто, как минимум для родственников. Как минимум. Но поскольку эти события такие имеют масштаб, они должны были для общества быть открыты. Также замечание общего порядка номер 37 о праве на мирные собрания. Здесь мы тоже затрагиваем право на мирные собрания, потому что все эти события начинались как протесты, да? То есть как мирные собрания. И есть часть требований, которые относятся к обязательствам государства в рамках собраний. Пункт 18. Чтобы ответить на вопрос о том, является ли то или иное собрание мирным, необходимо установить, исходит ли от его участников насилие. Насилие в отношении участников мирного собрания со стороны органов власти или провокаторов, действующих от их имени, не превращает такое собрание в немирное. Это очень важное замечание. Почему? Потому что дальше мы с вами посмотрим и будем говорить, и мы приходим к выводам, что беспорядки, организатором беспорядков были провокаторы и агенты спецслужб. Поэтому за беспорядки ответственность несет государство и спецслужбы, которые использовали провокаторов. Понимаете? А сами люди, которые вышли на протест, их собрание не может считаться немирным. То есть, если вы послали туда провокаторов под эгидой спецслужб, и они превратили это в насильственные действия, то нельзя участников собраний обвинять по статьям о массовых беспорядках. Вы должны собрать всех этих спецслужбистов, в кавычках, всех их агентов и завести отдельное уголовное дело о организации массовых беспорядков. Да, вот кто должен быть привлекаться. Следующее замечание общего порядка о Комитете по правам человека 37 о праве на мирные собрания. Огнестрельное оружие не является надлежащим средством охраны общественного порядка.
при проведении собраний. Оно ни в коем случае не должно использоваться только для рассеивания собраний. И что еще написано? При охране общественного порядка при проведении собраний беспорядочная стрельба или использование огнестрельного оружия в полностью автоматическом режиме неправомерны ни в каком случае. То есть любое использование автоматического оружия в ходе январских событий на собрания, в которых у людей не было никаких оружия, это изначально незаконная мера, принимаемая государством. Государства, участники не должны, например, блокировать подключение к интернету или создавать ему помехи в связи с мирными собраниями. То же самое касается создания помех для подключения доступа к контенту в определенных географических зонах или при попытках подключения посредством определенных технологий. Как вы понимаете, отключение интернета очень плохо сказалось на ситуации с правом на жизнь, потому что многие люди погибли, не зная вообще, что происходит в городе, в городах. То есть вообще очень было много случайно погибших. И подключение к интернету – это прямая причина, почему люди погибли. Они не знали вообще, как себя вести. И, соответственно, подключение к интернету – это именно нарушение. В контексте права на жизнь можно считать как нарушением отключения интернета. Международный пакт о гражданских и политических правах, замечание общего порядка 37, пункты 23, 30, 34. Государство налагается следующее обязательство: не запрещать, не ограничивать, не блокировать, не рассеивать, не срывать мирные собрания без всяких на то оснований, не налагать санкции на участников или организаторов без всяких беззаконных оснований, не блокировать подключение к интернету, не подвергать репрессиям или преследованию журналистов, правозащитников и других лиц. Это вот такой стандарт. Все, что здесь приводится, все эти стандарты, потом в следующей презентации мы будем разбирать фактически, что происходило и как это все соотносится друг к другу. Европейский суд по правам человека, стандарты которого также признаются ООН, и комитетом ООН, и другими структурами ООН, как методологическая основа, считает, что это стандарты ООНовские, да, то есть международные стандарты. Что здесь говорится? В одном из дел Европейский суд отметил, что если обе стороны, демонстранты и милиция, совершали насильственные действия, в ряде случаев необходимо рассмотреть вопрос о том, кто положил начало насилию. Сегодня мы с вами обсудим примерно, это все равно мы исходим из тех данных, которые мы имеем, кто начал первый, полиция или протестующие, в каком городе это было и как это повлияло на дальнейшее события. Почему важно, кто начал? Потому что если это начало государство первым, то вина полностью лежит на государстве. То есть государство спровоцировало ответное насилие, спровоцировало какие-то агрессивные действия и так далее. Вот. К сожалению, государство такого разбора критического своих действий не проводило. 2 года, пока мы собирали информацию, пока мы это все изучали, участвовали в делах, проводили мониторинг, мы нигде не встречали критического анализа, что сделало государство не так. Понимаете? Вот исходя из этих разумных и вполне логических международных стандартов, которые действуют в нашей стране, они нам обязательны, мы должны этого придерживаться. Все это, вот все, что я сейчас называю, мы дальше я буду вспоминать и возвращаться к ним при каждой ситуации. Право на жизнь защищает человека от незаконного лишения жизни, и статья 6 пакта предусматривает обязательства государства, которые направлены на обеспечение каждому права на жизнь. Позитивные обязательства, негативные обязательства, процедурные. Позитивные обязательства заставляют государство предпринимать позитивные шаги для охраны жизни людей в рамках своей юрисдикции. Это принимать законодательство и обеспечивать его эффективную реализацию. То есть они активно должны какие-то меры предпринимать. Элементарно, начиная от того, что нельзя стрелять без оснований, и до того, что нужно помощь оказывать медицинскую, качественную. Да? То есть это широкий спектр обязательств государства. Негативные обязательства требуют от государства воздержаться от незаконного лишения жизни. Вот. Процедурные обязательства, которые могут быть причислены к позитивным, предполагают проведение эффективного официального расследования в случае смерти. Эффективно — это значит, оно должно по-настоящему проводиться с соблюдением всех прав сторон процедурных, и потерпевших, и подсудимых и так далее, и государства. Конституция Республики Казахстан, статья 15. Каждый имеет право на жизнь, никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Такие же стандарты содержатся в Конституции. Есть специальный закон. Все знают про приказ стрелять на поражение без предупреждения. И есть специальный закон вообще, как применяется оружие, о правоохранительной службе,
Статья 61. Сотрудники имеют право применять огнестрельное иное оружие для защиты физических лиц от преступных посягательств в случае угрозы их жизни. Ну, угроза должна быть реальная. Равное освобождение заложников, отражение нападения на сотрудников, членов их семей, пресечение попытки завладения огнестрельным иным оружием, отражение нападения на жилые помещения физических лиц, на охраняемые правоохранительными органами объекты, помещения государственных организаций, задержание или оказывающие сопротивление, застигнутых при совершении преступлений, совершающих побег из-под стражи, остановка транспортных средств путем их повреждений, если водитель не подчиняется законным требованиям сотрудника и ставит под угрозу жизнь, здоровье физических лиц, защита от нападений животных, предупреждение граждан о намерении применить оружие, подача сигнала тревоги или вызова полиции. То есть даже казахстанский закон, при том, что он по международным стандартам имеет спорные моменты, неясности, да, даже он устанавливает довольно строгие стандарты применения оружия. Запрещается применять оружие в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст известен или очевиден, кроме случаев совершения вооруженного нападения. Вы все знаете, что были и женщины, мимо проходящие, дети возле одного из УВД убили ребенка, несовершеннолетних столько убили. Вот. И так как эта стрельба велась прицельно, там, снайперами, то, естественно, это прямое нарушение права на жизнь, которое не расследуется. И есть закон о правоохранительной службе, статья 62, условия применения, это тоже еще набор требований. Вот. Сотрудники обязаны проходить специальную подготовку, периодическую проверку на пригодность применять оружие, в случаях необходимой обороны, крайней необходимости. Вот. Сотрудники что обязаны при применении оружия? Предупредить намерение их применить, предоставив при этом лицам, в отношении которых предполагается применить огнестрельное оружие, специальные средства. Как вы понимаете, даже этот наш дырявый казахстанский закон, он создает определенную процедуру применения оружия. Никому, нигде и никогда в Казахстане нельзя применять оружие, стрелять на поражение и без предупреждения. То есть это противоречит этому закону, прямое противоречие, то есть нарушение этого закона. Ни в каких обстоятельствах. И вы еще увидели нормы пакта, да, что при чрезвычайном положении нельзя отходить от обязательств государства по праву на жизнь. То есть нельзя человека лишать жизни таким произвольным образом. Мы переходим именно к тем материалам, выводам фактическим, которые мы за это время накопили, обнаружили. Они, в принципе, многим людям известны. И начнем сопоставлять вот все стандарты, о которых я говорил, с тем, что мы увидели в реальности. В том числе по материалам дел, в которых мы участвовали, которые мы наблюдали, сообщения СМИ, в соцсетях и так далее. Содержание презентации. Во-первых, общая характеристика событий, потому что важно в первую очередь понять, что это было. Одни говорят, что это был заговор, другие говорят, что это были беспорядки, третьи говорят, что это были атака 20 тысяч террористов. Нужно определиться, что это вообще было. Вот. Чтобы разбирать о том, насколько все было обосновано дальше. То есть для начала нужно определиться, что это было за событие. Дальше второй вопрос – это оружие. Это очень важно по праву на жизнь, потому что какое оружие применяется, в каких случаях применяется. Иногда, когда применяется неправильное оружие, то есть более смертоносное, это уже нарушение само по себе, когда такие ситуации, когда это оружие применяется. Поэтому мы должны посмотреть. Третье, естественно, применением оружия люди лишаются жизни в основном, не считая случаев пыток и убийства в ПВС, в СИЗО. Морги и медицинская помощь, это тоже важно, потому что морги отвечают за установление причин смерти. И здесь очень много будет фактов, которые, и медицинской помощи, которые показывают, каким образом все это происходило. ОДКБ, вы все знаете, что войска ОДКБ применялись. Там нужно посмотреть, насколько это было обосновано, каким образом. Расследование смертельных случаев, правовая адвокатская помощь. Потому что мы уже до этого говорили, что обязательство по праву на жизнь включает и обязательство государства расследовать смертельные случаи правильно, эффективно. Поэтому, если дело не расследуется, это само по себе нарушение права на жизнь.
жертвой. Как проходили расследования смертельных случаев, мы об этом говорим. Судебные процессы, обзор отдельных кейсов, ну, уже коллеги мои начали какие-то кейсы разбирать, мы здесь подойдем и еще какие-то детали вам скажем по отдельным кейсам. Первый индивидуальный жалобы в ООН, который наша организация отправила, мы знаем, что и другие организации посылают, но мы про свои расскажем, да, то есть и расскажем, как вообще дальше с этим поступать, что делать. Предварительные выводы и рекомендации. Мирное собрание, в какой момент мирное собрание становится немирным, кто первый применил силу, каковы были цели полиции, спецслужб по отношению к массовому выступлению людей, какие действия предпринимались государством, какие должны были предприниматься, провокаторы, кто несет за их ответственность действия, были ли 20 тысяч террористов в контртеррористической операции. То есть вот для того, чтобы определить, что это было, вот это нужно вопросы позадавать, да? Я думаю, что если не торопиться, то можно еще с десяток вопросов сюда добавить, ответы на которые охарактеризуют нам вот это все событие. Да? Всем известно, что массовые собрания в начале протесты начались в Западном Казахстане, носили экономические требования, экономический характер, да? Потом они переросли в политические требования, всем известный лозунг «Шалкет», который, в свою очередь, касался не только самого Назарбаева, а вообще в целом системы власти, которая на тот момент состоялась, да, и она включает и как действие на тот момент президента Токаева, и как правительство Мамина, да, и так и самого Назарбаева, который председательствовал в Совете Безопасности Казахстана. Поэтому начиналось это все как мирные собрания, но в определенный момент черта была пройдена, и мирные собрания превратились в немирные. Следует ли из этого прямой вывод, что это граждане виноваты в том, что оно немирное стало? Я вначале вам приводил пример стандарта, да, что действия провокаторов под надзором спецслужб, действия правоохранителей насильственные не приводят к признанию мирного собрания немирным. Так и здесь у нас есть видео. Вы наблюдаете момент после 12 часов ночи. Как известно, от Момушулы, значит, Алматы-арены, да, есть, оттуда вас. Это между 12 и часом ночи происходит в городе Алматы. Как вы помните, толпа людей шла от Момушулы, по Абая и туда, в центр города, на площадь. Ориентировочная оценка количества этих людей затруднительна. Я думаю, это сотни тысяч, потому что это весь город был забит людьми, я думаю, да? И мы не имеем фактов, как организация правозащитная, что по ходу этого шествия кто-то что-то ломал, крушил. То есть до этого момента все собрание было мирным. На площадь начинают прибывать люди. Вот все эти люди, которые шли по этим улицам. И что происходит здесь? Значит, на площадь приходят люди, Тара. Просто это видео где-то час занимает, и если мы будем все крутить, мы сегодня брифинг у нас будет 5 часов длиться. Вот собираются люди, и из этой толпы людей, которые туда пришли на площадь, начинает уже сразу в первые же 20 минут выделяться группы людей, которые там нападают на полицию, нападают там в ту сторону, и моментально идет огонь. То есть мы считаем, что вот эти вот люди, которые нападали на вот эти вот полицию, это провокаторы. Там людей подталкивали сталкиваться с полицией, потому что основная часть хотела попасть на площадь и там стоять. Так вот, если государство, что должно было делать полиция? Они должны были поставить там звукоусиливающие установки, зная, что идет сотни тысяч людей в центр города. И они должны были эти звукоустанавливающие устройства установить так, чтобы людям было слышно, что им говорят, чтобы призвать их к сдержанности. То есть это были позитивные обязательства государства, полиции. Полиция не готовилась к диалогу с народом. Полиция готовилась сразу применять силу. И вы на этом видео посмотрите. Люди еще не собрались, это буквально промежуток 20 минут. Полиция
полиция начинает применять газ слезоточивый, стрелять уже. То есть никакого диалога полиция не собиралась проводить, а сама сразу применила силу. Это к вопросу о том, кто первый начал. Вначале мы же вам приводили, да, решение Европейского суда, который говорит о том, что нужно расследовать, кто первый начал. В контексте именно мер государства начало государство, полиция. Они не готовились ни с кем разговаривать. Отсюда вывод, их цель была разгон собрания. Они не собирались охранять людей, которые мирно протестовали, они не собирались строить диалог, они сразу применили силу, вот смотрите. И учитывая, что вот в этой толпе было нашпиговано провокаторами спецслужб, ну вы понимаете, да, то есть создали картинку для обоснования применения силы. Сразу ее применили, при том, что люди вот только туда на площадь зашли, а уже в это время там по другим видео видно, что там акимат пытаются сжигать, там с полицией дерутся откуда-то, не возьмись. То есть получается, что почему это произошло в Алмате? То есть, к тому моменту, когда люди дошли до площади 4 января, на 5 января, да, ночью, в 80 населенных пунктах Казахстана уже шли протесты, уже люди стояли. Везде стояли, требовали отставки властей. И вот, когда уже Алмата поднялась, это сотни тысяч людей, было понятно, что этот протест устойчивый, с серьезными политическими требованиями. Поэтому мы здесь выдвигаем гипотезу, что это была цель разогнать протест. Создать обоснование, необходимость разгона. То есть силовой вариант разгона собраний. Нарушение всех норм. Вы знаете, что есть такая теория заговора, да, что, дескать, вот были какие-то мирные собрания, ну там все бандиты взяли в руки и так далее. Наша позиция: не было никаких мифических бандитов. Криминал был использован спецслужбами. И эти беспорядки организованы спецслужбами напрямую. И поэтому многие дела по мирным по январским событиям закрыты. Потому что если их все открыть, то станет ясно, что кто использовал, агентура вся каким образом была использована, кто кого посылал, с какими приказами, что делать, понимаете? Поэтому все эти дела закрыты, особенно закрыто дело по полковнику Искакову и там группа криминалитета соответствующая, где этот полковник сам уже признался, что выполнял приказы вышестоящего руководства. Приказы вышестоящего руководства, по сути, совершать беспорядки, значит, похищать людей, убивать. Это вся эта деятельность, это есть незаконная деятельность, направленная на беспорядки. То есть мы считаем, что это были спецслужбы. Поэтому к вопросу о том, где 20 тысяч террористов, их не было. Никаких террористов не было по тому простому факту, что до сих пор за 2 года мы смотрели, сколько процессов, 18 процессов, сотни судебных заседаний, и опытным путем мы не нашли эти 20 тысяч террористов. Государство открестилось от 20 тысяч террористов, хотя это было основание для введения жестких мер, для приказа стрелять на поражение и так далее, но 20 тысяч террористов не оказалось. О чем это говорит? О том, что не было никаких беспорядков. Эти беспорядки были созданы, чтобы мирный протест разогнать. Все. Понимаете? И здесь проходят параллели с жанаузенскими событиями в 2011 году. Там тоже был мирный протест, но откуда ни возьмись, появляются рабочие в спецовках, но заново сшитые вообще, якобы нефтяники, начинают все крушить, громить, полиция получает повод применять силу, потом среди полиции начинают распространять слухи, что в юрте подожгли сотрудницу полиции женщину, они, естественно, начинают мстить там, чтобы пойти спасти своего сотрудника. И вот эти вот всякие слухи, вот это вот все, распространяются дикие слухи. Вот были в то время такие слухи, что отрезали головы 2 курсантам. Это из той же серии. Нету никаких голов отрезанных. Мы искали, не нашли. Их, оказывается, и не было, отрезанных голов. Да, были перестрелки, где-то кто-то кого-то застрелил, но отрезанных голов не было. Еще были слухи, что
были изнасилованы медсестры в больницах. Тоже таких дел мы не нашли. Поэтому все вот это вот информационное, пропагандистское, так сказать, облако, которое в то время распространялось, она, получается, имела цель какую? Оправдывать жесткие меры. А как вы понимаете, сами протестующие шли с мирными намерениями. Вообще по международным стандартам, как определить, что собрание не мирное, и, соответственно, его можно остановить, ограничить. Если до собрания у людей немирные намерения, что-то громить и так далее. Но, как вы понимаете, у людей было намерение выйти на площадь и сказать шалке. Все, вот это было их намерение. Поэтому предварительно мы не можем сказать заранее, что изначально собрание было немирное. Видите? Потом, в моменте вы видели, да, как произошло. Государство первым начало, никакого диалога. Хотя в других областях Казахстана к тому времени, да, уже с акиматов люди выходили, разговаривали. И как вы, если хронологию посмотрите, да, то получается, что в других городах началась стрельба и насилие только после того, как это в Алмате произошло. То есть они здесь создали картинку, спецслужбы с провокаторами, что все не мирное, тут бандиты. И дали как по команде в другие города, и там тоже начали стрелять. Волна пошла вот это вот насилие. Поэтому мы всю вину за насильственные действия, за беспорядки возлагаем на спецслужбы Казахстана. Это должно быть доказано на открытых судебных процессах, на открытых расследованиях. Никакого секретного не должно быть, это все должны раскрывать. Государство несет полную ответственность за действия провокаторов, спецслужб. Поэтому оно должно раскрыть имена всех агентов, которые в то время в гражданке находились на улице в январе. Полным списком. Раскрыть эти сведения. И мы должны каждого допросить. Какие он приказы получал, что он на самом деле делал в рамках расследования уголовного. Все это должно быть сделано. Почему это важно? Потому что нас очень сильно пугали цветными революциями, всякими беспорядками. А оказалось, что основная угроза исходит от спецслужб, которые сращиваются с криминалом и в любой момент готовы любой протест превратить в насильственный, превратить в беспорядки, применить силу, где-то, может быть, и на власть претендовать. Понимаете? То есть поэтому мы должны к этому серьезно отнестись, к этому расследованию, как общество. И заставить государство провести полноценное расследование. Возможно, они там у себя его проводят, потому что мы слышали, что много сотрудников КНБ были осуждены, много было уголовных дел, но мы не знаем, о чем там эти дела. Там все скрывается. Кто кому приказы давал, какие приказы, зачем. Понимаете? Я вполне допускаю, что государство какую-то работу ведет. Но это общественно значимые процессы. Мы должны знать, понимаете, чтобы в будущем никакой смычки между криминалом и спецслужбами не было. Почему? Потому что, как вы поняли, иметь такую организационную структуру могут только криминал плюс спецслужбы. Никакие политические партии, никакие оппозиционеры на это не способны. Такое количество людей организовать, дать четкие инструкции и действовать в критической ситуации, поддерживать коммуникации и двигать людей на какие-то там захваты, на еще что-то. Такими организационными способностями обладают только спецслужбы и криминал. Тем более в условиях отключения связи, там люди с рациями ходили, вы все видели, что были люди с рациями, да? То есть определенная координация была. Поэтому государство в этой части должно открыть имеющиеся расследования и провести, вот как мы говорим, дополнительное расследование. Опять же, записи открыть видеокамер, вот этот Сергек. Зачем мы платим из бюджета бешеные деньги за систему Сергек? Где эти данные видеокамер? Они хранятся на сервере. Так это нужно опубликовать в свободном доступе, чтобы каждый мог какой-то анализ провести, чтобы мы имели доступ к этой информации. Во многих уголовных делах, например, по ИВС, вот по Анафе убийству, там якобы записи куда-то исчезли, якобы они уничтожены, якобы вот куда, какое дело не возьми, везде нету записей. А где им нужно обвинить людей в беспорядках, там сразу записи почему-то появляются. Видите? То есть это выборочное использование информации для обвинительного уклона. Так не должно быть. У кого было оружие на улицах городов? Какое оружие применялось, какое должно было применяться силовыми структурами? Как применялось огнестрельное летальное оружие, юридические последствия применения армейского вооружения? По нашим наблюдениям, чисто протестующих людей,
как минимум, вот, если брать город Алмату, в принципе, мы и другие города это тоже примерно наблюдаем. По нашим наблюдениям, оружие было только у криминала. В магазинах, как говорили, якобы ограбленное оружие, оно было непригодно к стрельбе. И, соответственно, потенциал возможности раздавать оружие на площади имели только криминал и спецслужбы. Все. У людей, которые массово вышли, у них не было никакого оружия. Мы там обнаружили вот такую видеозапись, случайно записали, оказывается. Мы тоже в день этих событий мы все были в городе и ездили по городу. Я, Ренат, Айна. Это было 5-го. 4-го началось. Ренат в толпе людей шел от вот этого, от Шулы до площади дошел. Он все видел, это предыдущее видео, это он там был. Видел, как происходило. Вот я знаю, что Даньяр был там, другие люди были. Я был 5-го по городу, ездил мониторинг. И Ренат тоже, мы вместе ездили. И мы подъехали в 3 часа дня, на площадь. В это время, в 3 часа, там уже была стрельба. Видимо, шел штурм вот этой вот резиденции. И сейчас смотрите правую часть экрана. Вот у человека падает пистолет из кармана. Видите? То есть получается, что получается, что оружие могло быть либо у криминала, либо у сотрудников в штатском. Все. Потому что вот эти люди, все остальные, которые там штурмовали эту резиденцию, у них вообще ничего не было в руках. Голод. По нашим данным, на 3 часа дня, рядом стоящая есть больница, 4-я больница городская. 3 часа дня, там уже было 150 человек раненых поступило. В 3 часа дня. Хотя генеральный прокурор говорит, что первый раз в Алмате применили оружие в 4 часа дня. Врет. Я думаю. Понимаете? Уже в 3 часа дня, то есть еще раньше там применяли. Понимаете? Это к чему? Потому что у людей не было никакого оружия на руках. И у нас есть факты, когда людям представляли пистолет в толпе и отводили. Вот это дело полковника Искакова, криминал, который был нанят КНБ, они ходили в толпе, выбирали активистов, кто активно там выступал, что-то требовал, представляли пистолет, уводили в сторону, отводили в гостиницу «Казахстан». Задерживали. То есть похищали людей. Понимаете? И у нас есть факты, люди, которые получали ранения вот такими мелкими калибром, пистолетами, находясь в толпе. Не снайперов, не армии автоматическое оружие, а именно вот эти вот мелкое полицейское оружие. Получали ранения. Вот эту пулю нам принес один человек в первую же неделю после этих событий, когда мы объявили, что мы занимаемся правом на жизнь, незаконным применением оружия, защищаем жертв. И один человек, он не стал представляться, он просто анонимно нам показал вот эту пулю. И пулю его сын получил, находясь в толпе, на углу примерно Сатпаева Желтоксан. То есть это даже не на резиденции, это с этого края. И причем мы его расспрашивали, по его объяснениям, это не вот такая траектория, откуда-то сверху снайпер там и так далее, а вот это примерно вот так было. Характер получения ранений. Это значит, что оружие применялось внутри толпы, сотрудниками, криминалом, то есть у кого оно было. И вот люди страдали от этого, получали ранения таким образом, смотрите. Видите, это реально пуля, вытащенная из человека. Жақын жерден ата береді ме екен сонда? Қалай? Жақын жерден ата. Жақын жерден атқан. Қасынан тұрып атқан. Менің балам да құлақ шекесінен атылған ғой. Негізі жақын жерден ба білмеймін, бір ғана видеода көрініп тұрған. Оның несін қарау керек? Басында кетті, алынған жоқ. Оны айтамыз. Ал ана нелер алдық деп бір қисық оқты көрсетіп қойған ғой, поврежденный. Даже сейчас вы можете сходить на площадь, и вы найдете много отверстий, явно пулевых отверстий. Мы ходили, чтобы это запечатлеть, чтобы осталось вот эти вот на будущее сведения свои, какое оружие применял. Вот смотрите, линейка,
ну, примерно там сантиметр в диаметре, да, то есть какая-то пуля, да, то есть, соответственно, можно подумать, какого типа оружия применялось в будущем. Некоторые отверстия говорят о том, что применялось армейское вооружение. Причем не просто автомат там Калашникова банальный, а и крупнокалиберные пулеметы. То есть, как бы крупнокалиберное оружие армейского типа применялось. Сейчас мы дальше дойдем, и вы увидите там, какие, значит, следы остались на стенах. Смотрите, 1,5 сантиметра в диаметре отверстия. Но это явно армейское вооружение крупного калибра. Мы до этого вам показывали пулю, которая пистолет, да, то есть как бы она маленькая, там, меньше сантиметра, да, то есть там, может даже где-то, сколько там, миллиметров. 1,5 сантиметра. Сам по себе факт, что применялось оружие такого типа армейского, сам по себе этот факт уже нарушение права на жизнь. Уже это является уголовным преступлением. Потому что чрезмерное использование вооружения летального и силы — это есть само по себе нарушение. Вот мы в начале стандарты, когда разбирали, ООН же об этом четко сказал, да, что нельзя такое оружие применять. Да. Тем более в автоматическом режиме вообще запрещено. А тут не то, что в автоматическом, так они еще крупный калибр применяли. Вот у нас есть факты, что в Таразе, там вот дело есть одно, заехал на площадь БТР, на котором стоит крупнокалиберный пулемет, на БТРе, и он начал стрелять. Просто вот. Соответственно, во время судебного процесса видео случайно там оказалось в этом уголовном деле, случайно они там несколько материалов совместили, и этот видеоролик смотрели во время судебного заседания. Потом, когда мы через жертв родственников запросили это видео, суд отказался его предоставить. То есть суд чем занимался? Сокрытием данных о преступлениях. Суд скрывает данные. Вот Тарасский там суд, который рассматривал, они по сути не выдают материалы дела жертвам и скрывают применение этого оружия в таком виде. Это все собрано на стенах площади Республики 13-15, там вот эти два здания по бокам. Заметьте, это не резиденция, это просто улица напротив акимата, напротив резиденции. И туда стреляют крупнокалиберным оружием. Но это преступление, стопроцентное преступление. И как вы, наверное, знаете, все здания вокруг площади начинают подвергаться ремонту. Ремонту, особенно акимат. Площадь республики, по нашим данным, провели субботник 9 или 11 января. Субботник. Сгребли туда все, что какие гильзы валялись, какие пули. По идее, площадь — это место преступления. Оно должно было быть строго оцеплено, и каждый сантиметр они должны были все образцы собрать, изъять, как положено, оформить в рамках уголовного расследования. Ничего этого сделано не было. Все сгребли под видом субботника, собрали и увезли в неизвестном направлении. То есть уничтожили доказательства. По международным стандартам это преступление называется воспрепятствование правосудию. И вот все это сгребли под видом субботника напротив здания прокуратуры города. То есть это с ведома прокуратуры, генеральной, города, доказательства по делу полностью уничтожаются. Ремонт акимата — это из той же серии. Нельзя было никакой ремонт проводить, пока там каждый сантиметр не проверили, не оформили, не запротоколировали. Я сомневаюсь, что там так сделали. Сомневаюсь. Судя по тому, как они площадь зачистили. Понимаете? И те люди, которые проводили субботник, я хочу их обрадовать. В будущем, когда это дело будет возобновляться, их будут еще 10 раз звать на допросы, где они будут рассказывать, что они делали. Что они видели, что они нашли. Да, что они нашли, куда это все делось. Смотрите, это все крупный калибр там. Вот на этих стенах прям видно, белая стена. Вот это уже Талдыкурган напротив СИЗО. Там, значит, расстреляли машину, ехала пара семейная и друг их. Значит, и вот там напротив СИЗО они расстреляли машину просто в решето. Вот сейчас пойдет эта машина в Талдыкургане.
Вот, видите, сколько пуль было выпущено, просто немеренное количество. Видите, вот это все машина изрешеченная пулями. Она проезжала мимо СИЗО Талдыкургана, мимо. Поперек стоял тоже БТР, и там пулеметчик сидел. Они едут и их полностью расстреливают. Расстреливают, и эта машина потом там несколько дней стоит с включенным двигателем. Солдаты выходят на следующий день, еще раз расстреливают. И только потом, там, на третий или на четвертый день, ее, значит, где-то пришли там, забрали тела, трупы. А женщина, супруга вот этого, который за рулем был человек, она случайно в живых осталась, она просто на пол упала. И когда машина отъехала дальше, упала в арык, она спустилась в арык, по арыку просто выползла. Понимаете? Никакого оружия у этих людей не было, они вообще просто люди. Это признаки того, как беспорядочно применялось оружие. Беспорядочно. Приказ Верди, вот, смотрите, какого калибра. Это фото соцсетей, люди, то есть на площади снимали. Это боекомплект. Кто в армии служил, наверное, сразу разберется, что это такое. Я не служил, к сожалению. Но на коробках написано 720 штук. В одной коробке, да? В одной коробке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 только на этом фото. Возле резиденции. Да, то есть это просто беспорядочная стрельба была. Просто беспорядочная. Валялись патроны везде. Это от автоматического оружия. Это то есть признак того, что автоматическое оружие применялось. Медицинская помощь. Морги. Смотрите. Возьмем морги. У нас есть данные. К нам приходили жертвы, родственники которых были убиты в эти дни, которые говорили о том, что их заставляли тела забрать срочно из морга. Побыстрее. Или эти тела будут похоронены в общих могилах. То есть их так пугали. Как неизвестные. Как неизвестные, как террористы. Соответственно, по мусульманским традициям, тем более там нельзя долго тело держать, люди вынуждены были забирать. И не проводилась судебно-медицинская экспертиза. То есть тела выдавались без проведения судебно-медицинской экспертизы. У нас есть такое одно дело. Балтабай Авнух, такой вот человек. Его, значит, выдали тело и выдали вот такое вот свидетельство о свидетельствовании о смерти. Указали здесь, значит, огнестрельное ранение грудной клетки. Выдали вот именно с такими угрозами. Но потом, когда поднялся шум, через 2 месяца провели заново эксгумацию, то есть выкопали опять тело и провели экспертизу. Государство дважды совершило преступление. Первое, никогда нельзя выдавать тело с явными признаками насильственной смерти, а огнестрельное ранение – это насильственная смерть, без проведения судмедэкспертизы для установления причин смерти и передачи в правоохранительные органы. Это является преступлением, это воспрепятственное правосудие, тоже должностным преступлением. Ни одно такое дело не возбуждено. Мы писали жалобу, чтобы такое возбудили. Тура осындай ма? Сізме өткізген жоқ. 23 күнде қайтып қазды. Заново. Государство дважды нарушило, да? Во-первых, не провели судмедэкспертизу, а во-вторых, травматизировали родственников и выкапывали, эксгумацию проводили. 2-й раз, повторно. То есть, такое моральное причинили страдания людям, которые, очень серьезные. Понимаете? И это все преступления. За это должны отвечать люди. Но здесь есть и широкий контекст, и широкие последствия. Мы подозреваем, что таких дел было много. То есть многие люди забрали родственников без проведения СМЭ. Потом, понимая, что эти люди могут назад обратиться с жалобами, что убили людей, правоохранительные органы делают что? Показательно несколько людей выкапывают. Таким образом запугивают всех остальных. Молчите, заткните рот, или мы тоже придем и ваших выкопаем.
такой месседж, не мой месседж людям. Послание. Понимаете? Вот это была акция устрашения вот правоохранительных органов против людей. Ну, маған да дыбырдай тоже говорит. Таза лак кетем деді. Мен стоял, бермеймін теланы. Өшірді. Мен заставил их, что олардың басында салатқа ұрып, добиться только осыған. Қазып алды, көзінше тоғызда бастады, бірде қайтып қойып. Солай жасадым. Мен 53 күн дегенде қазды менің баламда. Мен бермеймін теланы, боркакетіме бермей тұрып алдым, содан біраз кісілер жүгірді, прокуратура, сонымен мен келістім, только ешқандай сырмей, ештеңенің керегі жоқ, палаткамен басында істейтін болсаң да келістім, а так мен бермеймін дедім баламды. Солай жасады менің балам. Қабылды ма ол сонда? Мені сквозной көріп кеткен ол. Поэтому сейчас не представляется возможным установить точное количество погибших людей. Именно по этой причине. Потому что они вот так вот делали. Понимаете? Что мы сейчас можем с этим сделать? Мы не можем всех выкопать. Это будет просто непоправимый моральный ущерб этим людям. Просто гигантский. Поэтому мы должны решить, что мы их не выкапываем. Но мы просто можем опросить людей, выяснить эти обстоятельства для уяснения количества людей. Ну и по каким-то косвенным доказательствам потом установить, где они были застрелены, при каких обстоятельствах и так далее. Но для государства мы считаем, что в будущем они не должны вот эту кампанию устраивать по выкапыванию людей. Опять. Они могут это организовать, чтобы опять заткнуть рот людям. Еще раз. На ту же травму наступить морально на людей. Понимаете? В этом есть угроза. Поэтому мы, как общество, должны этому сопротивляться. Все, уже проехали. Нельзя этих людей выкапывать. Вы можете только установить количество этих людей и, может быть, попытаться там через видеозаписи установить место их, как сказать, гибели, смерти. Это что касается моргов. И президент у нас говорил, что террористы нападали и тела забирали. Ну, вы сами знаете, что никто не нападал на морги, да. И там люди стояли днями, ночами, чтобы тела свои забрать. Их наиболее большое количество, как вы помните, было именно в те дни. Именно в январские дни 6, 7, 8, 9, 10. Наибольшее количество вот этих моргов было людей. Он угнал такой везде, 9 күні таптық. 226 очередьпен алдым. Оны күні? Тек қана оны күні 201 адам. 226 мен. Ішіне кірген күйеу балам кірді ғой, тола дейді адам. Сыртқа шығарып қойыпты. Бірінші түскен ғой менің балам. Сол кезде сыртта болып 10 шақты адам жатыр. Менің баламда басынан тиген ол құлақ шекесінен еған. Бірақ ондай шыққан немене жоқ. Ішін ашып, экспертиза жасадық дейді, сонымен берді ғой. Поэтому мы ставим под большое сомнение официальное количество погибших. И умножьте это на сколько городов, где применялось оружие, да? То есть это в каждом городе такая схема работала. Раз в морге не устанавливали причины смерти, не проводили СМЭ, то количество установить сейчас без этого невозможно. Теперь медицинская помощь в больнице. Вы сами знаете, что большое количество раненых поступило в больницы. Я слышал, что с центральной городской больницы скорой помощи, только с центральной больницы вот около 400 человек задержали в больницу. А там еще же есть сколько у нас больниц по городу, да? Они же все были забиты вот этими ранеными людьми. Это Азаттық снял видео. Сүйініп бір жалаңаш, кейбірі жалаңаяқ кетіп бара жатқан бұл адамдар митинг кезінде жараланғандар. Қаңтарда дүрбелең кезінде оқ тиген аяқ қолы сынған азаматтарды арнайы жасақ емделіп жатқанына қарамастан ауруханадан күштеп әкеткен. Оқиға 9 қаңтарда Мамырдағы жедел шұғыл көмек көрсету ауруханасында болған. Азаттыққа видеоны аты-жөнін көрсетпеуді сұраған азамат жіберді. Куәгердің сөзінше жасақ 20 шақты адамды бірнеше көлікке отырғызып алып кеткен. Жаралы адамдар ақсаңдап әрең жүріп, балдықтарын шетке лақтырып тастаған. Арасында жасы да кәрі де бар. Ұсталғандардың одан кейінгі тағдыры белгісіз. Как вы понимаете, сотни, если не по 1000 людей подверглись вот такому антигуманному акту изъятия из больниц
до операции, после операции, во время операции и так далее. То есть в каком состоянии мы можем сейчас только осмотреть. И в таком состоянии этих людей изъяли из больницы. Что запрещено? То есть забирать человека, которому угрожает смерть, а потому что человек, получивший операцию, он в смертельно опасной ситуации. То есть его нельзя выписывать, он должен получить полный курс лечения от ранений. И часто ранения были очень серьезные, да, как вы понимаете. И любое ранение, оно может нагноиться, у человека может, в общем, это смертельно опасная вообще-то вещь. Забирать из больниц людей в таком виде, я не знаю, кто это такое делал в истории. Но наши вот эти расчеловеченные сотрудники спецслужб это сделали. Если сухо говорить, это нарушение права на жизнь. Подвергать этих людей такой опасности, изъимать из больницы и отвозить в СИЗО, в которых нет никакой медицинской помощи. Мы знаем свидетельства людей, что там люди просто полы в крови были. И от пыток, и от вот такого, что вот людей, там рассказывал один человек, что у него из трубки вытекало все. Его в таком виде доставили, он полз там по лестнице, на 5-й этаж его ползком тащили на допросы. Это не просто жестокое обращение, да, это просто бесчеловечное просто обращение. И я вот вам покажу, может быть, вы даже видели. Вот этого человека вот с таким ранением в почку. Вот с таким ранением его изъяли из больницы и привезли в СИЗО. Это он там ползал. Понимаете? И таких очень много. И это имеет, кроме того, что это нарушение права на жизнь, ставить под угрозу смерти человека. То есть мало того, что право на жизнь распространяется не только на случаи, когда нельзя стрелять, да? То есть, или стрелять только если есть серьезные основания, применять оружие, силу. Но право на жизнь распространяется на любые случаи, где жизнь человека ставится под угрозу. Государство не может ставить жизнь человека под угрозу. Это нарушение права на жизнь. Вот это прямой пример того, что это было. Здесь вот плохо показано фото. Не так, может быть, как это на компьютере или на... Да. Вот это ранение этот человек получил от снайпера. То есть он как бы возле акимата находился. Естественно, никакого оружия в руках у него не было, ничего. И он получил вот такое вот пулевое ранение. Ему провели трепанацию черепа в больнице 12. Да, ему повезло, что он это вообще выжил после такого. Мы защищали этого человека. И его тоже из больницы передали в СИЗО. Его оттуда изъяли в таком полубессознательном состоянии, потому что у него, как вам сказать, это трепанацию черепа делали, операцию на головном мозге. Понимаете? Изымать такого человека, который вообще не в состоянии что-либо делать, и больница отказывалась потом выдавать ему выписку. Какой был диагноз, какая операция проведена. Мы написали жалобу в Горздрав, и только когда они поняли, что мы в это дело вмешались, они на следующий день выписку всю эту прислали. И он еще хандас, то есть он по-русски не разговаривает вообще. Ничего не понимает, чего они там ему говорят и так далее. И выписку не давали. Мы получили эту выписку, и там четко написано в этой выписке, что... Смотрите, что там написано. Пациент выписывается под надзором полиции ДВД города Алматы. Это вот в то время, какого, 8-го или какого вы забрали? Что значит под надзором ДВД? ДВД у нас что? Медики, что ли? Понимаете? То есть они прямым текстом признаются, что отдали тяжело больного человека в полубессознательном состоянии в руки полиции. То есть вот вам клятва Гиппократа, да? То есть, по всем законам они имели право не выдавать его полиции и запретить его забирать, но вот под надзор ДВД города Алматы. А ДВД города Алматы, который изымает человека в таком состоянии, это преступление. Все, кто это делал,
они должны привлекаться к ответственности за эти незаконные действия. Есть аспекты, связанные с применением войск ОДКБ. Поскольку это были военные, вооруженные силы, и их применили здесь, то есть как бы их сюда привезли, мы вначале говорили, что нет никаких 20 террористов, а значит не было легитимного основания приглашать силы ОДКБ. Потому что это внутреннее дело политическое, это никакая внешняя не агрессия, никто на нас не нападал, поэтому здесь все эти причины отпадают. Я вот там написал «лицензия на убийство» в кавычках. Сейчас я объясню, что это такое. Когда мы в первые дни января, когда мы приступили к сбору разных документов, касающихся применения ДКБ, то мы направили запрос в Министерство обороны и Министерство внутренних дел Казахстана. Запрос в Министерство обороны и МВД. По законодательству Казахстана любое вооружение, которое имеется, на любое вооружение, нужно сдавать образцы в пули-гильзотеку. То есть вот есть условно автомат, пистолет, его должны при завозе в Казахстан отстрелить образцы, отправить в централизованный пульс-гильзотеку. Для чего? В будущем, если это оружие будет применяться, чтобы сличать, установить происхождение оружия. Чье это было оружие, какой номер, кому оно принадлежит, чтобы установить личности тех, кто применял это оружие. Это обязательная процедура по законодательству Казахстана. Но и мы отправили запрос в Министерство обороны. Брали ли образцы вооружения войск ОДКБ, которые приехали, да, несколько тысяч человек с оружием? Отстреливались ли образцы пули-гильзотеку? И Министерство обороны ответило, что в соответствии с положениями организации ОДКБ отстрелов штатного оружия личного состава ОДКБ в начале и в конце миротворческой операции не предусмотрено. То есть вся эта толпа головорезов, скажем так, в кавычках, заехала в Казахстан, не сдавая никаких образцов в пульс-гильзотеку, и если они кого-то убили, мы это не докажем. То есть им сразу создали зеленый коридор, по которому они не будут отвечать за убийство, за применение оружия. Я это обозвал в кавычках «лицензия на убийство». Приходите, стреляйте, кого хотите, и ничего вам не будет, потому что это невозможно доказать. С чем сравнивать? Где образцы? С чего оружие выстрелено? Вот вам еще один аспект применения войск ОДКБ. Кроме того, что это было необоснованно. Ну, то, что на поверхности. Бұл неге қайшы? Конституция қайшы. Өмір сүру құқығына. Потому что, почему? Это противоречит праву на жизнь, закрепленному в Конституции Казахстана. То есть нельзя создавать ситуацию, в которой дело об убийстве не будет расследовано. Любой такой закон, он неконституционный. Поэтому вопрос депутатам Казахстана. Они, когда ратифицировали вот эти соглашения ОДКБ, они о чем думали? Или они сознательно ратифицировали с лицензией на убийство? То есть они сознательно это сделали или они не знали? Вот вы журналисты, как раз их и спросите. Да, вы когда ратифицировали соглашение ОДКБ, вы знали, что они могут приехать, всех тут перестрелять и не будут за это нести ответственность? Потому что не докажешь. Понимаете? В сети много разных видеозаписей, вот мы взяли там с канала Басе, где говорится о том, что применялись войска ОДКБ для зачистки города Алматы и других городов. Значит, здесь что? Вот видите, вот в нормальном качестве видно, что это солдаты, явно не казахстанской армии, потому что у них на шлемах там есть вот эти какие-то бирюзово-зеленые такие нашивки, которые характерны для российских войск, которые приехали. У них такие были нашивки. Соответственно, это вдоль улицы Байтурсынова, города Алматы. Вот.
И чтобы ни у кого не возникало сомнений, что это город Алматы, там в конце видео та же самая улица, только в другой день. Это первый, так сказать, факт, да, что возможно применять войска ВДКБ. Вот. Вон КамАЗ, пожалуйста, казахстанский. Уже явно, что наши и так называемые миротворцы вместе шли, это все делали. Это тоже видео, опять же, с этого же самого канала. И здесь тоже видно, что подъезжает бронетранспортер, не состоящий на вооружении войск Республики Казахстан. Вот это «Тигры», это российские. У нас нету таких. Вот это российские машины «Тигры». Вот. И вот приезжает такой же, видите, из бойниц идет стрельба. Да. Ездят люди кругом, которые понятия не имеют, что сейчас они будут стрелять. Вот, пожалуйста, у нас на вооружении таких вот техники нету в Казахстане. Это к чему я это все показываю? К тому, что должно быть проведено независимое расследование, каким образом применялись войска ВДКБ. Жаңа сіз айттыңыз ғой, көшеке. Площадь сол жерде куәгер айтып отыр да, 6 қаңтарда кешкі сағат дейін жетілердің кезінде оқ атылды ғой. Иә. Сонда тура сол жерде болған куәгер, содан 12 ақпанда не алдым, алаңда. Сол кезде не көрдіңіз деген кезде осындай қалай атылды, адамдар қандай жағдайда болды, оқ қай жақтан атылды, қандай техника болды, соның бәрін айтып береді де, сол жерде мен сұрадым. Қандай да бір дауыс естідіңіз ба? Жалпы енді әскерилер, біз басқаны кім айтасам, мен әскерилерден айыра алмаймын дейді. Өйткені бәрінде шлем болды, қолдарында не болды, киімдері. Бірақ мен ара деген дауыс естідім дейді. Ал енді ара деген бұл армияша. Вот смотрите, это еще имеет и международные последствия. В составе войск ОТГБ было две страны, Таджикистан и Армения, которые являются членами, подписантами Международного уголовного суда. Международного уголовного суда. Это означает, что мы, любой человек, пострадавший от действий, значит, любой человек, пострадавший в январе 2022 года, погибшие родственники могут подать заявление в рамках этой процедуры Международного уголовного суда. Может быть, дело открыто на Таджикистан и на Армению в Международном уголовном суде. Любая страна третья, которая тоже член этого механизма. То есть потенциально юридически есть такая возможность, что потом на незаконное применение силы, вооружений и так далее, они будут привлекаться. Хоть Россия и Казахстан не состоят, Кыргызстан, в этом международном уголовном суде, но такая возможность есть. И вот эти вот факты, они могут к этому привести потенциально. Понимаете? То есть это надо учитывать. Поэтому, если власти Казахстана не хотят такого позора международного, да, что таким образом будут инициированы какие-то дела, они должны провести объективное расследование сами здесь, в Казахстане, наиболее массово открыто это провести расследование и установить все обстоятельства. Хоть это кому-то и не нравится. Но есть и другая юридическая возможность, я это потом скажу дальше, но сейчас могу просто в контексте. Любой пострадавший человек и его родственники в рамках универсальной юрисдикции, есть такое понятие универсальная юрисдикция, в любой стране, которая эту юрисдикцию поддерживает, иностранной, можно инициировать уголовное дело против властей Казахстана за убийство, за вот эти вот нарушения против человечности, за убийство массовое и так далее. Таким образом подавались суды в Германии на армию сирийскую, значит, на офицеров сирийской армии, которые устраивали массовые убийства. И в Германии там суд даже прошел. В Аргентине, там, в Испании, как вы знаете, Пиночета выдали ордер там в испанском суде. Понимаете? То есть вот эти вещи, последствия международные, они реальные. И у нас многие так называемые силовые структуры, суды этого не понимают. Что любая жертва, а их были тысячи, по прошествии времени может это инициировать, уехав отсюда. И тогда все, кто выносил приказы, кто выносил судебные постановления незаконные, приговоры, они там будут обвиняемыми. Поэтому
В первую очередь государственная система должна быть заинтересована, чтобы их потом как Пиночета не вылавливали там, по разным судам, по ордерам не закрывали в тюрьмы. Они должны здесь провести тщательное, объективное расследование, которое общество будет признавать. Если наше общество не признает эти расследования, никакой иностранный суд не признает эти расследования объективными. А значит, они все под юридической угрозой будущих дел против себя же. Все силовики, все судебные органы. В качестве физических лиц. Отдельно. Расследование смертельных случаев. Мы плавно сюда перешли. Независимое расследование смертельных случаев должно быть, я вначале даже эти стандарты же говорил, тщательным, оперативным, транспарентным, открытым, то есть да, для жертв. Вот оно должно быть таким независимым, беспристрастным. Можем ли мы сказать, что расследование было независимым, беспристрастным, транспарентным? Не можем. Не было. До сегодняшнего дня не было. Какие-то процессы были, но и то они с определенным изъяном. Вот даже дело Анафьеева, да, вроде осудили 7 человек, но, во-первых, не осудили этого руководителя ИВС, который должен по должности за это отвечать тоже. Зама его не осудили. И во-вторых, их не осудили за убийство, потому что это было убийство человека, а не пытки. Они его не пытали, они его убили на почве ненависти. Ненависти к человеку другого политических взглядов. Они считали, вот это бандиты, террористы, давайте их убивать. Вот там, на религиозной почве. Это в чистом виде так называемый hate crime. Многие преступления были на почве ненависти. Как объяснить, что человека прижигали утюгом? Это кем надо быть? Какие мотивы иметь, чтобы прижигать человека утюгом? Только ненависть может к этому привести, к такому расчеловечению. Поэтому квалификация этих всех деяний, она страдает, и преступления многие, которые должны быть открыты уголовные дела по убийству, 99-я статья, они переводятся в превышение власти, превышение должностных полномочий, соответственно, меньшие сроки, убирают, дробят все дела. То есть в Казахстане я не слышал централизованного дела, которое эти все события изучает вот так вот, да, полностью, в комплексе. И все системы, где был сбой, кто какие нарушения допускал, чтобы каждому правовую оценку действий дать. У нас нету целостного расследования. У нас есть раздробленное, засекреченное, которое невозможно обществу отследить. Оно для того и раздробленное, чтобы не было концов. Нельзя было соединить все в одну картину. Наше объяснение, почему они так все раздробили и не показывают. Они не хотят, чтобы вскрылась связь слишком открыто спецслужб, криминала, и что они вместе организовали беспорядки. Еще я хотел бы всех обрадовать, что есть 71-я статья Уголовного кодекса Республики Казахстан. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Там написано, пункт 6. Сроки давности не применяются к лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества, террористические преступления, экстремистские преступления, пытки, преступления против половой неприкосновенности, особо тяжкие преступления против личности, основ конституционного строя, безопасности государства, против общественной безопасности и общественного порядка. То есть, когда раньше ужесточали уголовный кодекс, мы говорили, что нельзя вот так вот накачивать его без конца вот этими дутыми статьями, там, конституционный строй, там, дутые статьи про терроризм, там, широкие понятия этих статей, они могут привести к широкому, так сказать, толкованию. И мы, как правозащитники, это обо всем всегда говорили. Но не слушали. Они говорили, мы вот с терроризмом боремся. А теперь, пожалуйста, эта статья, которая действовала на момент январских событий и сейчас действует, она полностью зацементировала всех причастных к этому событию людей. Теперь любой офицер, любой сотрудник, любой негласный сотрудник в штатском, провокатор штатный, агент штатный, криминал на службе, на связи, кто был агентурный, да, то есть все, кто имеет к этому отношение, вплоть до членов Совета Безопасности Казахстана,
всех членов безопасности, и бывшего президента, и нынешнего президента, они все под колпаком вот этой статьи 71. Любая новая власть, а у нас власть стала меняться, как вы заметили, да, вот 30 человек сидел, нету его, теперь новый появился и так далее. Любая следующая власть через 20 лет, через 30 лет, через 50 лет, 100 лет возбудит дело, и все, о ком мы говорим, будут проходить фигурантами этого дела. Потому что срока давности теперь нету. Вне зависимости, какие дела сейчас будут и как они сейчас закончатся. И те, кто получил даже приговоры, вот по вашему делу, да, они все будут пересмотрены. Как только появится какая-то власть, другая, которая захочет в этом поставить какую-то новую точку, да, понимаете? Поэтому я их хочу обрадовать. Что... Мы такое проходили. Да. На Армане Диком тоже здесь выключили свет, в этой же гостинице. А и теперь реально, Первая статья мне нравится. Так, ну... И во время Кантара мы это проходили. Правда... На самом страшном моменте сразу где-то выругался. Но в основном... Ну это такой, знаете, месседж. Ладно, мы все поняли, да. Ну да, мы все поняли. Предупреждает, наверное. Конечно. Глубоко не входить. Не увлекайтесь, Точка не поставлена, пусть никто не радуется. И... Система не сдается, видите, не хочет сдаваться. Там еще был один слайд, который касался наших первых жалоб в нашей организации. Мы на данный момент послали 2 сообщения. Одно в рамках дела по убийству Жубаназарова из Актобе. Мы там дважды прошли следственные суды, дважды дело закрывали, мы его через следственные опять открывали, возвращали на следствие. И потом они что делают, прокуратура областная или там ДВД? Они просто засекречивают дело и закрывают. И отказывают нам давать какие-то материалы. Суд в этот раз встает на сторону полиции и прокуратуры и отказывает нам. Поэтому мы прошли все инстанции и отправили вот недавно дело Жубаназарова в ООН. Вот. Еще одно дело у нас мы отправили специальному докладчику по внесудебным казням. Это очень такой серьезный мандат. Обычно туда посылают дела из таких стран, которые вот такие тоталитарные, диктатуры, хунты, там Чили, там Аргентина, я не знаю, Мьянма, вот такие вот. И мы там послали туда спецдокладчику сообщение по делу о убийстве, как мы считаем, исчезновении Канатпаева, Махсета из здания ВВС города Алматы, где убили Анафьяева. То есть, на самом деле, по нашим сведениям, там еще одного человека убили, то есть минимум 3, да, получается. И власти раздробили эти дела.